Процветание города – их главная задача, и цветов для этого они не жалеют. С началом сезона посадки работники Зеленстроя в парках и скверах проводят больше времени, чем дома. Буйство красок, которое так влечет сюда горожан, создают именно они. Самый красивый цветок – это Тайдал Ред Велюр, потому что он занимает весь этот вазон. Он опускается волнами где-то 1,5 метра. В больших и маленьких вазонах разных оттенков и сортов для висячих горшков специально выбрали ампельные петунии. Когда они немного вырастут, то создадут своего рода водопад цветов. Такая идея изначально была заложена при строительстве этого парка. Не спадающие каскадом растения – его фишка. У нас тут было запланировано посадить 38 тысяч цветов. А сейчас рабочие этим уже занимаются. Посадкой. У нас 5 разновидных ампельных цветов. Те, кто любит цветы, могут посадить. Да, давайте попробуем. Пошли. Объясняй, нет. Ампельная петуния называется. Ты сама можешь. Давай. Что мне дальше нужно делать? Все, я запомню это место. У нас тут в цветочном парке вообще-то есть автополив. И ночью, где-то к 10 часам, поливаются цветы. На обслуживании Зеленстроя находится 15 столичных скверов. Высадка цветов проходит в каждом. От 10 до 36 саженцев в зависимости от размера отведенных участков. Так что работают они в обычном режиме. Картина благоустройства была бы неполной без этих ярких красок. Цветы переезжают на улицы города из теплиц Зеленостроя. Там за ними ухаживают в холодный период, а уже в апреле их начинают высаживать в парках. Но планирование начинается еще осенью. Придумываются композиции, выбираются деревья, кустарники, сорта цветов, учитывают и климатические условия, чтобы растения росли в привычной среде. В этом сезоне в городских парках высадят 230 тысяч цветов. Однако уход за ними бригады Зеленстроя будут проводить круглый год. И даже вирус не станет помехой. Самоизоляция закончится, и жители будут ждать зеленые парки. Постоянно было бешено. Просто самоизоляция. Самоудалит. Было бешено. Могла озеленение ирю. Самоудалит. Меткату бир. Букузах. Функционируют также и все организации, выполняющие неотложные работы. Хоть ситуация в мире непростая, в регионе следят за тем, чтобы все отрасли жизнеобеспечения работали бесперебойно. Столичная мэрия не забывает и о плановых работах по теплоснабжению. Уже начата подготовка к отопительному сезону, а точнее замена изношенных теплосетей, прежде чем он наступит. Новые трубы позволят минимизировать неполадки. Улица Грибоедова. Мы по этой улице меняем участок теплотрассы, трубопровод, я это 426. Тут мы заменяем его потому что это ветхая такая труба сама, она изношена уже. Длина трубы, которая меняется, 164 метра трубы, которую мы сейчас собираемся заменить. Мы начали сегодня его. Мы планируем на неделю примерно закончить. Работы проходят в рамках нацпроекта. На 6 улицах Грозного они уже завершены. Общая протяженность участков, где прокладываются трубы, 4,5 километра. Помимо работников, выполняющих регламентные работы, в обычном режиме действует и аварийно-диспетчерская служба, принимая и обрабатывая заявки. Пока жители призывают оставаться дома, они круглосуточно следят за тем, чтобы их привычный комфорт ничто не нарушало. Сабина Типсаева, Али Сулейманова и Ислам Урдабеков. Новости.